Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о крупной аварии в поселке Салмачи. Скорость была просто очень большая. В момент удара, я думаю, что километров, наверное, 70, наверное. Пострадали 2 человека. Покажем водителя Kia, который в пьяном виде протаранил «Ладу Калина» на проспекте Ямашева. Нет, серьезно, я тебе говорю, не снимай, неудачно приехал, в чем проблема? Легковушка восстановлению не подлежит. А также мужчина задушил сожительницу за трату денег на всякую ерунду и больше 2 миллионов рублей за день отдали мошенникам 7 жителей Татарстана. Это и не только. Прямо сейчас. 2 человека были госпитализированы с места столкновения «Инфинити» и «Лада Калина» в поселке Салмачи. Пострадали водитель и девушка-пассажир отечественного автомобиля. При этом сама машина восстановлению, вероятно, уже не подлежит. Столкнувшиеся в вечерний час пик автомобиля стали причиной огромного затора. Автоинспекторы быстро убрали их с дороги, освободив проезжую часть. Удар был очень сильный. Отечественный автомобиль буквально лишился передней части. 24-летнего водителя легковушки и его 25-летнюю пассажирку спасли пристегнутые ремни безопасности. Но от травм их уберечь не смогли. Подушками безопасности автомобиль оборудован не был. Девушка находилась в сознании, но самостоятельно передвигаться не смогла. До кареты скорой помощи ее несли на носилках. Молодой человек чувствовал себя лучше. Там пострадала пассажирка. И потом, видимо, и водителю, что ли, стало плохо, я не знаю, его тоже увезли на скорую помощь, в травматологию. Водитель «Инфинити» рассказывает, ехал со стороны улицы Кулгали, нужно было развернуться. В разрешенном месте остановился на левой полосе, включил поворотник и стал ждать возможности совершить маневр, пропуская встречные автомобили. Сзади ехал, видимо, машина со скоростью, я пропускал встречные автомобили. И пока пропускал, слышу скрип тормозов и сильный удар. Скорость была просто очень большая. В момент удара, я думаю, что километров, наверное, 70, наверное. Очевидцы рассказали, что отечественная легковушка двигалась быстрее потока, перестраиваясь из ряда в ряд. Вероятно, на большой скорости увернуться от столкновения молодой человек не смог. «Ладу» после удара развернула поперек дороги, а внедорожник откинула на встречную полосу. Разбитые машины сильно затрудняли движение остальных участников. Автоинспекторы постарались как можно скорее убрать их с дороги и освободить проезжую часть. К слову, вскоре на этом же самом месте точно так же чуть не произошла еще одна авария. Водитель одного автомобиля притормозил, видя разбитую «Ладу», и в него чуть не врезался едущий сзади микроавтобус. Водитель «Инфинити» рассказал, что его автомобиль полностью застрахован и проблем с восстановлением быть не должно. В противном случае разница между страховыми выплатами и реальной стоимостью ремонта может лечь на плечи водителя «Лады». Лена Анатольевна, Константин Бушуев, «Вызов 112». «Ладу Калина» в буквальном смысле слова уничтожил нетрезвый водитель Kia Sorento на проспекте Ямашева в Казани. Девушка за рулем легковушки хотела повернуть на улицу Лаврентьева, перестроилась на автобусную полосу в разрешенном для этого месте. Там в «Ладу» сзади влетел внедорожник. Удар был таким, что даже думать о восстановлении 15-летней «Лады» смысла нет. Автоледи не пострадала. Тест на наличие алкоголя в крови показал. Мужчина перед тем, как сесть за руль, выпил около бутылки крепкого алкоголя, но причину аварии он видит в другом. Да, конечно. Водитель Kia не отрицал, он пьян. О причинах, побудивших сесть за руль после застолья, рассказывать не хотел. Желание у него было одно, чтобы о произошедшем никто не узнал. Убери микрофон, давай, убери микрофон, я тебе расскажу. В случившемся мужчина не видел большой проблемы. Тем более, что люди в аварии не пострадали, в отличие от автомобилей. Девушка-водитель «Лады» планировала повернуть с проспекта Ямашева на улицу Лаврентьева. До дома оставалось всего чуть-чуть. Перед поворотом, согласно правилам, перестроилась на крайнюю правую полосу. Там ее и настиг Kia Sorento. После удара обе машины протащило по дороге с десяток метров. После этого они остановились. Водитель внедорожника был не рад общению с автоинспекторами, но автоледи, видя его состояние и понимая, что мужчина не трезв, сразу же вызвал сотрудников дорожно-патрульной службы. Тест на наличие алкоголя в крови подтвердит. Перед тем, как сесть за руль, мужчина выпил и очень немало. Прибор зафиксировал 829 тысячных миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого им воздуха. Но сам водитель иномарки причину аварии видел не в своем состоянии, а скорее в секундной невнимательности. Нет, серьезно, я тебе говорю, не снимай, неудачно приехал, в чем проблема?
Проблема для владельцев «Лады», по их словам, теперь будет отсудить у виновника аварии всю сумму материального ущерба. Пытаться восстановить 15-летний автомобиль с такими повреждениями они не видят никакого смысла. Самому же водителю Kia теперь предстоит, вероятно, лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Это как решит суд. И заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Его автомобиль отправился на штрафстоянку. Рамиль Галиуллин, Константин Бушуев. Вызов 112. 48-летний мужчина утонул в местном пруду деревни Маняус в Вознакаевском районе. Сообщение, что он ушел купаться и не вышел обратно на берег, поступило спасателям в полдень. Тело погибшего спустя 4 часа нашли водолазы на глубине 3 метров и в 60 метрах от берега. Купаться в этом месте запрещено. Оно для такого отдыха никак не оборудовано. А в 17 часов спасателям поступило сообщение о гибели в пруду села Чачакле в Спасском районе 59-летнего мужчины. Спустя 5 часов водолазы с глубины 4 метров подняли его тело на поверхность. Причина трагедии та же – купание в необорудованном месте. В Альметьевском районе мужчина задушил сожительницу из-за того, что она тратит слишком много денег. 21 июня на ферме в деревне Зайчишма обнаружено тело 52-летней женщины. Эксперты установили, что она скончалась в результате удушения. По подозрению в совершении преступления был задержан ее 46-летний сожитель. Он во всем чистосердечно признался. Следствие установило, что в тот день они выпивали. И мужчина стал предъявлять женщине претензии, что она тратит слишком много денег, а потом стал ее душить. Когда сожительница потеряла сознание, он оставил ее, а сам ушел на работу. Когда вернулся, нашел ее мертвой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие намерено обратиться в суд и ходатайствовать об его аресте. 56-летний мужчина выжил во время пожара в своем доме в деревне Чинниково в Актанышском районе только благодаря сработавшему автоматическому пожарному извещателю. Прибор уловил дым и запищал. От этого хозяин дома проснулся и смог вовремя выйти на улицу из горящего строения. Сообщение о пожаре в частном доме поступило на номер вызова пожарной охраны 101 в 3 часа 55 минут утра. В половине 5-го огонь был потушен, но дом сгорел полностью. К слову, с начала этого года в Татарстане благодаря сработавшим пожарным извещателем на 9 пожарах спасся 31 человек, в том числе 11 детей. 7 человек стали жертвами мошенников в Татарстане. 5 из них жители Казани и 2 пенсионерки из Зеленодольского района. В общей сложности они лишились больше 2 миллионов рублей. Наибольшей суммы лишилась 45-летняя жительница Казани. Она хотела приумножить капитал на фондовой бирже. Ей посоветовали неизвестные люди. Так она перевела 785 тысяч рублей на якобы свой аккаунт. Ни прибыли, ни своих денег она больше не видела. 300 тысяч рублей отдали 2 83-летние пенсионерки, якобы попавшие в ДТП родственникам. С их родными все было хорошо, но узнали об этом женщины, когда уже отдали мошенникам деньги. На ту же удочку попалась и жительница Зеленодольска. Но одним из самых популярных способов обмана по-прежнему является звонок из банка с сообщением, что неизвестные пытаются оформить кредит. И чтобы спасти деньги, их надо перечислить на резервные счета. Не спешите выполнять его инструкции. Положите трубку и перезвоните в банк сами, набрав номер, который указан на его официальном сайте или на обороте банковской карты. Помните, ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно. Кстати, такие звонки не всегда поступают с незнакомых номеров. Иногда мошенники используют программы, которые имитируют номера телефонов банков или отделов полиции. Прервите разговор и сами перезвоните в банк или дежурную часть органов внутренних дел. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.